началось все, наверное, с какого-то моего глубокого детства, потому что у меня папа был величайшим, мне кажется, музыкантом, виртуозом, саксофонистом, кларнетистом. Он окончил консерваторию. Учился, кстати, с Сервером Кокурой в одной группе. Они с тех времен и дружили. Мама у меня окончила хореографический колледж, была хореографом, пока не вышла замуж. Тяга к музыке, к сцене у меня пошла от отца и мамы, но отец не разрешал мне никогда петь. Наш был максимум — это наши народные крымско-татарские танцы. На протяжении 10 лет я занималась в народном ансамбле «Кокушага». И благодаря танцам я, наверное, себя и уверенно чувствую сейчас на сцене. У нас 4 сестры, и всех 4 сестер отец воспитывал так, что вы никогда в жизни работать не будете. Но самое важное, что вы должны сделать, это окончить университет. Я хотела поступить в Институт искусств, отец не разрешил. Естественно, я поступила сначала в ТНУ на экономический факультет, мне там не понравилось. Потом я поступила в КИПУ на крымско-татарский турецкий филфак. И так получилось, что мне как раз было 19 лет, что я вышла замуж. Мой муж и его отец очень хотели, чтобы их невестка и жена моего мужа была крымской татаркой. Ничего себе. А они родом из Татарстана, из Казани. Выяснили, что есть такая девочка Мелек со Старого Крыма, в которой они собирались ехать. Договаривались с моим отцом, очень долго вели разные дискуссии. Отец долго не отдавал тебя замуж? Нет. Приехали они в гости, и случилась такая любовь с первого взгляда. Приехали они свататься через 3 дня, потом еще через 3 дня они приехали читать никях. То есть за неделю ты вышла замуж? Да. И первый мой выход на сцену случился на моей свадьбе по инициативе моего кайнаты, свекра. Потому что на сватовстве я им пела. Приехал ансамбль «Хаят» к нам домой, и мы устроили такой мини-концерт. Я пела в Казани. Там было очень много гостей из медиа, из культуры, которые начали потом приглашать меня после моей свадьбы на концерты, на мероприятия. Твоя творческая жизнь началась в Казани? Да, здесь, потому что я только танцевала. Уже, то есть после замужества. Муж не был против? После того, как мой муж дал согласие, мой отец сказал: хорошо, окей, можешь выходить на сцену, потому что, но он очень гордился. Он придирался к каждой мелочи. Вот если я там не так спела, не такую нотку взяла, он постоянно ругал, говорил: нет, вот здесь надо вот так, тут надо вот так. То есть первый мой учитель был мой отец. Естественно, у меня были люди, на кого я смотрела. Это была Сабрия Реджепова, это был Ферзи Белялов, это был Сервер Кокура, это была Асия Сале, это был Рустем Меметов, Гулизар Бекирова и, наверное, моя бабушка еще. Как-то пропиталась, мне кажется, ими, и сейчас я уже не могу исполнять по-другому. Где-то года 2 назад на Дне Республики Татарстан случайно я встретилась с нашим заслуженным артистом, певцом Ришат Тухватуллин. Он меня увидел и сказал, что давай вместе петь. То есть он был в восторге от моего исполнения. Я пела песню «Ай Былбылым».
нас она называется «Онеки де Ордек». Я ее пела именно в стиле «Онеки де Ордек». И он удивился, как так вообще, это же такая песня, а ты спела вот так, ну это же нереальное что-то получилось, давай, ты будешь петь на всех моих концертах. Попробовала я гастролировать. Это было очень сложно, потому что у меня дети, семья, и как бы я сказала, что нет, гастролировать я не буду, это абсолютно не про меня. Мы будем петь только вот в Казани. Я пою и казанский, и крымско-татарский, потому что, как ни странно, у меня бывают очень часто запросы в Татарстане и в Казани, чтобы я пела по-крымско-татарски. Очень нравится им именно наше исполнение. Получается, что камерные хоры, оркестры играют нашу крымско-татарскую музыку, и это, наверное, то, чего я хотела добиться еще 10 лет назад, чтобы нашу музыку играли не только в Крыму, а играли уже и за пределом. Это, в принципе, да, наверное, была моя цель — показать нашу культуру, показать наши традиции, показать нашу музыку. Твой отец, Эбазир Мираджиев, он был основателем фонда Джан Юректен, был меценатом, большой вклад делал в национальное образование. Помимо этого еще основал фонд имени Ашрефа Шамизаде. Как ты думаешь, сможешь ли ты, планируешь ли ты в будущем продолжить дело отца? Он этот фонд делал, то есть спонсировал со своего кармана. Он давал ученикам, лучшим ученикам нашей школы крымско-татарской премии денежные, лучшим ученикам. Он давал лучшим студентам нашего КИПУ денежные, опять же, премии просто со своего кармана. Я думаю, мы придем к этому со временем, с сестрами, опять же, потому что это фонд нашего папы, и мы обязаны его, не просто там хотим, мы обязаны его возобновить в любом случае. Нужно просто нам немножечко покрепче на ногах стоять, и тогда это получится сделать. В моей жизни было, на самом деле, 3 сложных этапа. Первый этап — это потеря отца. Вот. То есть это такая гора наша была, которая нас всегда оберегала, защищала. Большая Крымская гора. И это на самом деле было потрясение для всего народа. Второй был сложный этап — это реанимация Тимура. Он родился, он попал в реанимацию. 10 дней он был в этом боксе. Это было ужасно, на самом деле. И самое ужасное, что случилось, не сравнится даже с потерей, наверное, отца, это потеря мужа. Я мало об этом говорю. У меня всегда все позитивное. Как я говорю, никогда нельзя напрягать никого вокруг меня. Это всегда в моей душе, где-то там внутри спрятана эта боль. Она будет всегда жить, она никуда не денется. И эти этапы, наверное, нужно было пройти, потому что так было предначертано Всевышним. У меня 2 прекрасных мальчиков растут, старшему 8 лет, зовут его Муса, а это младший, его зовут Тимур. Ему 2 года и 9 месяцев. Все удается на самом деле совмещать, потому что я детей не воспринимаю как обузу, как какую-то там сложность в моей жизни. Нет, наоборот, они мне дают энергию. И я училась, параллельно рожала детей, и потом я пошла стажироваться в нотариальную контору. Это была как работа прям, я ходила туда год каждый день.
Вот. И сейчас я начала заниматься глубоко именно творчеством, стажировку я окончила. Мой образ на сцене абсолютно отличается от моего повседневного образа. На сцене я более всегда классическая, фольклорная, олицетворение, наверное, женственности, женщины. И несу то, какой должна быть, наверное, женщина татарская, крымско-татарская. А в повседневной жизни, это насмотренность, опять же. Слушай, я в Париже была, выступала там не раз, я видела фэшн-вики. Самое главное в женщине ее энергия. Она должна в первую очередь любить себя. Для крымско-татарских женщин очень важно иметь образование, учиться всегда всему. Есть всегда к чему стремиться, есть всегда к чему расти. Хочется, наверное, еще больше расти, и чтобы меня было слышно не только в Татарстане и в Крыму. Самая большая мечта, наверное, быть счастливой и беззаботной. Для меня это здоровье, в первую очередь, моих детей, близких и родных.